Сегодня поговорим о страдательном залоге в казахском языке. Страдательный залог – это когда действующее лицо не совершает действие, а действие совершается само по себе, или действие совершается над объектом. Например, дома строятся, магазин открывается, урок заканчивается и так далее. Для того, чтобы образовать страдательный залог, к глаголу прибавляем суффиксы «л», «л», «л». Например, глагол «бастал» – «начинать». Убираем «у», смотрим на последний звук. У нас остается «а» гласная. К гласному прибавляем согласный суффикс «л». «Басталу» – «начинаться». «Сабак басталды» – «урок начался». А если вы скажете «сабак бастады», то это будет неправильно. Для того, чтобы использовать глагол «бастады», в предложении должно быть действующее лицо. Например, «Мугалим сабахты бастады» – «учитель начал урок». А «сабак басталды» – «урок начался». Следующий пример – «ашу». «Ашу» – «открывать». Убираем «у», смотрим на последний звук. У нас остается «ше». К глаголу прибавляем твердый суффикс «л», поскольку корень глагола «аш» является твердым. У нас получается глагол «ашылу» – «открываться». Бүгін жаңа дүкен ашылды. Сегодня открылся новый магазин. А если вы скажете «бүгін жаңа дүкен ашты», то опять будет неправильно. Для того, чтобы использовать глагол «ашты», в предложении должно быть действующее лицо. Например, «Айбек бүгін жаңа дүкен ашты». Айбек сегодня открыл новый магазин. Ал дүкен ашылды. Магазин открылся. Еще важный момент. Если в корне глагола уже есть буква «л», то мы прибавляем суффиксы «н», «н», Например, глагол «сатып алу» – «покупать». Убираем «у», он «сатып ал». Глагол завершается на «л». И здесь мы прибавляем не «л», а «н». «Сатып алыну». Телефондар «сатып алынды». Телефоны были куплены. Еще один пример – «үй салу» – «строить дом». Убираем «у», у нас остается «үй сал». И здесь мы прибавляем суффикс не «л», а «н». «Үй салыну». Үйлер салынып жатыр. Дома строятся. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Напишите в комментариях ваши примеры.